Вокруг центрального рынка бурно идет несанкционированная торговля плодоовощной продукцией с автотранспортных средств, сладков и других подручных приспособлений, а порой просто с земли. Такое положение вещей, безусловно, не красит столицу. Торговцы оккупируют и без того неширокие тротуары и подходы к рынку, буквально не давая пройти пешеходам. Без соблюдения санитарных норм уже много лет люди так и работают. По словам торговцев, им запретили здесь реализацию продукции и дали 3 дня, чтобы распродать остатки товара и свернуть торговлю. Документов у нас никаких не было, конечно же. Ну как? Торговали, как все торгуют, как весь рынок. Я вон там стояла, оттуда меня выгнали, вроде на трассе стою. Здесь нашла место. Сюда пришла, неделю не торговала, здесь уже всех выгоняют. Пришли, человек 20-30. Так, собирайте свои вещи, уходите. А то, что у нас дети, у нас семья, то, что вот это, что мы сегодня пришли, торгуем, это средство нашего существования, наших детей. У меня, например, ребенок инвалид, ДЦП у него. 3 детей у меня, у каждого свои болячки. При этом второй этаж Сухумского продовольственного рынка пустует больше, чем наполовину. Из 400 предусмотренных торговых мест загружено лишь треть. По словам исполняющего обязанности директора рынка Алхаса Гургулия, это происходит из-за того, что здесь не очень большая проходимость, хотя для торговли созданы все необходимые условия. При этом он отметил, что у них нет возможности предоставить площадку для большегрузных машин. Все улицы вокруг рынка, они не могут быть использованы для такой торговли с грузовиком. То, что касается розницы, естественно, мы не раз им говорили, и много раз они сами к нам обращались. У нас есть торговые места на территории рынка. То, что касается розницы, мы их можем вполне обеспечить. Эта ситуация не сегодняшнего дня. Городская администрация не раз поднимала данный вопрос, но решения, которое бы устроило торговцев, пока нет. По их словам, им нужна территория вблизи рынка, так как покупатель далеко за овощами ходить не будет. Да, хорошо, уберите нас с этих мест, но только так, чтобы где-то в пределах рынка. Нам далеко от рынка уходить, но смысла нету. Да, пойду я на стадион, разложу. Дальше. Никто ко мне не придет. Поверьте, на самом деле очень много торгующих точек, тех, которые вокруг рынка они есть. Те же склады, те же это. Да, я за то. Люди работают, все работают. Мы работаем, они работают. Единственное нам дать просто ближе к рынку. Места, где несанкционированно торгуют сельхозпродукцией, принадлежат городу. И решение ввести запрет на торговлю вне территории рыночного комплекса принял исполняющий обязанности главы столичной администрации Адгур Харазия. Самовольно приходит, кто захотел, становятся на тротуар и начинают торговать. Не платят никакие налоги, создают помехи движению транспорта, передвижению людей. Заезжают туда фуры, начинают в любое время суток выгружаться. И, как вы видите, там создалась нетерпимая обстановка вокруг рынка с движением транспорта и торговли. В городской администрации заверили нас, что торговцы без работы не останутся. Несмотря на недовольство с их стороны, им предоставят места возле стадиона за рынком. Туда же будет перенесена стоянка автобусов из сел. На данный момент другого выхода из сложившейся ситуации нет, отметил Адгур Харазия. Сима Аргун, Беслан Джинджал, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение.